уважаемые члены жюри, меня зовут Игнатьев Артем. Я ученик 7 Б класса Якутской кадетской школы-интернат. Тема моего доклада – реликвия шалгонского рода Оленёкского района. В старину родственные связи берегли, ценили, гордились ими и говорили: кто своего родства не знает, тот сам себя не уважает, а кто родни своей стыдится, тот через это сам срамится. Актуальность моей работы. Мой прабабушка отправил моей маме информацию о морском кортике XVIII века, принадлежавшей моему предку шалгонского рода князца. Я заинтересовался, был в восторге и решил изучить историю кортика и свою родословную. Гипотеза. Если я узнаю родословную своей семьи и историю морского кортика, то мои потомки будут знать своих предков и гордиться, что семейное наследие хранится в музее. Цель моей работы – исследовать историю своей семьи и княжеской кортик. Мною были поставлены задачи найти из архива данные о моих предках и изучить литературу по данной теме, и также узнать значение кортика, систематизировать весь материал. История морского кортика. Кортик – холодное оружие колющего типа. Впервые появилось в России во время Петра I. Кортики имеют прямой, не очень длинный, чаще всего обоюдоострый узкий клинок, рукоятка костяная с навершием, гарда крестовидная. Небольшая в сечении кортики бывают трехгранными, четырехгранными и ромбовидными. Кортики известных с XVI века, их использовали в качестве абордажного оружия, а позже как личное оружие морских офицеров. Как морской кортик оказался в руках нашего предка? Наш предок, князь шалгонского рода, современный шалгонский наследник Оленёкского района, был награжден кортиком за исправный сбор истака пушнины, натуральная подать для казны в конце XVIII века. Кортик с вензелем Екатерины Великой передавался из поколения в поколение. В фондах Оленёкского историко-этнографического музея народа Севера хранится кортик с дарственной надписью князцу шалгонского рода Верховелийского зимовья, как награда за исправность в казне. На клинке оружия имеется надпись «Клеймо Иркутск» в 1771 году. В музей Оленёкского района передал наш родственник Иванов Иван Иванович в 1990 году. Печать князца шалгонского рода. Словообразование «князец». Князцами назвали лиц, облаченных властью, причем не русских, а представителей других национальностей, которые оказались в составе русского государства. Русские князцы, княжата, а у нас князец. В какой-то мере слово «князь» и «князец» равны по значению. Ясак. Ясак в России 15-го, начала 20 века натуральный налог с народов Сибири и Севера. Главным образом пуштиной сибирские инородцы уплачивали государев ясак двумя способами. Если они жили близко от зимовья или острова, то они посылали ясак через своих выборных представителей. Обычный князев лучших людей либо являлись всех сам на себя. Если же они жили в отдаленных областях, то воеводы и приказчики присылали к ним для ясачного сбора служилых людей. Заключение. Работая над этим проектом, я много узнал о своих корнях, изучал происхождение морского кортика и наконец-то узнал про свой шалгонский род и кем был образован наш шалгонский наследие. Много для меня было нового. Моя работа может сохранить эту память для потомков шалгонского рода, и может быть спустя много лет кто-нибудь из моих внуков или правнуков тоже напишет историю своих предков и про реликвии своего рода. И основной для их работы станет вот это мое исследование. Спасибо за внимание.